Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой: чему суждено скоро исполнится. Будем смотреть на ближайшее будущее. Ближайшее будущее, пожалуйста, выбирайте, загадывайте себе сами. Не загадывайте слишком короткий срок и не загадывайте слишком длинный. Пожалуйста, загадайте на себя, назовите свое имя, дату рождения, обратитесь к высшим силам и спросите, чему суждено скоро в ближайшем будущем, назовите свой срок, и исполнится. Я думаю, вы все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Ну что, мои хорошие, смотрите, вас много, отсыпочка общая. Да? Каждый из вас, либо каждый из вас, если смотрят мужчины, знает о своих мечтах и о своих желаниях. Я сейчас просто буду перечислять то, что я вижу. А вы уже улавливаете ответ на свой вопрос, конкретный ваш вопрос. Вот здесь у меня человек на лодке спешит, едет человек откуда-то издалека. Человек вот как будто бы в бурю попал, какой-то водоворот событий. Может быть, человек рассчитывал раньше совершить эту поездку, либо обещал раньше, но по каким-то причинам, не зависящим от этого человека, да, он задержался. Но, тем не менее, человек очень настроен, и он уже, да, либо билеты купил, либо там заказал билеты. Кто-то уже там, например, в самолет садится, да, либо в поезде едет, там, на корабле плывет. То есть человек уже на пути к вам. Кто-то быстрее приедет, кто-то попозже, но тем не менее. Этот человек, он с чем-то едет. Кому-то мужчина едет с предложением, кому-то с подарками, кому-то с деньгами. Да? Может быть, это и не мужчина вовсе едет, а вот человек, которого вы ждали. Ну, считайте, что уже у вас на пороге. Тут совсем чуть-чуть осталось, и человечек будет у вас. И он так прям стоит на корме, да, с нетерпением смотрит вдаль, пытается вас рассмотреть, да, очень сильно вот переживает, да, чтобы вы там не обиделись, не расстроились, что какая-то задержка произошла у этого человека. Так, хорошо. С другой стороны, у меня сердечко вышло. Сердечко перевернутое, не пугайтесь. Сердечко перевернутое говорит, что кто-то в вас влюбится, вот по-настоящему. Может быть, вы сейчас сидите и переживаете, что в жизни нет любви, что вы одиноки, что вас никто не любит, вы никому не нужны, какое-то ужасное чувство одиночества. Поэтому перевернутому сердечку я вам 100% вот прям говорю, да, бросьте эти мысли, они абсолютно пустые. Вы не правы. Простите, но вы не правы. Во-первых, в вашей жизни уже есть человек, который вас любит. И во-вторых, у вас еще один человек вот в ближайшее время появится, кто именно вам будет давать свое сердечко. Вот пристанет вам какой-нибудь мужчина и скажет: все, вот не могу, вот влюбился и все, вот что хочешь со мной делай, бей, там, прогоняй. Я не уйду, вот я тебя люблю и все. Не хочешь там за меня замуж идти, ну тогда позволь мне просто быть рядом, помогать тебе, поддерживать тебя, наслаждаться твоим обществом, да, восхищаться твоей красотой. Вот такой человечек появится. И, кстати, да, вот по поводу того, кто вас уже любит. Ну давайте так, откровенно, да, человек вас любит, но в силу своего характера, в силу своей какой-то гиперобидчивости, тех бешеных тараканов, которые у него там в голове туда-сюда бегают, он не может вам проявить свою любовь, он не может о своей любви говорить. Ну вот настолько он тугодум, да, либо
Ну, не хочу говорить плохие слова, да, я думаю, что вы сами поймете. То есть человек пытается вам сказать о своей любви, либо проявить свое внимание к вам. Только открывает рот, и получается неприятность, либо получается какой-то скандал. Да, понимаете, бывают такие люди, которым тяжело, либо очень сложно говорить о своих чувствах. Либо он не знает, он не понимает. Может быть, его никто никогда не любил, и он не знает, либо она не знает, как правильно проявить свои чувства. А у кого-то действительно проявление характера, особенно у тинейджеров. Да? Они же все такие: фу, там не подходи, не трогай, не целуй. Там, я типа там взрослый, самостоятельный, сам себе и прочее, прочее. Понимаете, на самом деле вас любят. Ваши близкие, ваши вот родные, там, дети, родители, там, братья, сестры. И даже муж, который противный, только нервы тратит, все равно вас любит. Да, сказать не может. Он похож на корову. Му-му-му-му. Да, еще рогами может пнуть. Это все, что он может делать. На самом деле любит. Ну, такой человек вам попался. Сложный, сложный. Если бы вы умели читать мысли, вы бы были просто в шоке. Расплакались бы, распереживались и говорили: да как же так? Вот как, насколько могут расходиться чувства, мысли с конкретными действиями человека. Да, иногда так бывает. Да, бывает. Это временное, конечно, явление. У кого-то дольше, у кого-то меньше, но тем не менее вас любят. Вас многие любят. Действительно, по-настоящему сердечно вас любят. Да, не всегда об этом говорят, не всегда показывают, но тем не менее любят. Так, идем дальше. Ключ у нас тут вышел в левой стороне. Это про недвижимость, это про тайные секреты. Ну, смотрите, если говорим про недвижимость, то есть вы хотите, например, купить, арендовать, найти новый дом, да, новую крышу, вы найдете. Но в левой стороне выходит, значит, что-то вас будет смущать. Что-то вам не понравится. Может быть локация, может быть там кубатура, может быть даже цена, да, за эту недвижимость, за эту аренду. Но как только вы заключите договор, там, проживете, может быть, в этом доме там, ну, недельку, да, там, дней 7-10, вы поймете, что вам на самом-то деле очень и очень повезло. Что вот именно этот договор, контракт, например, да, там, на аренду, на покупку, он очень для вас выгодным оказался. Вот на первый взгляд, ну, такое, не очень, да. А если вы попробуете, вы поймете, что вам на самом деле повезло. Если мы говорим про тайны и секреты, здесь вот явно всплывет какая-то информация, вот что-то долго искали, вы хотели найти, у вас были какие-то вопросы, там, сомнения, подозрения, ну, про разные сферы, да, идет речь. Информация пойдет, причем пойдет как-то спонтанно, вот по мимоходам, да, вот как вы идете, открываете для себя. Может быть, вы даже об этом не думали, да, а вы получаете информацию, подсказку, там прочитали, там увидели, там, может быть, какая-то переписка, да, мужа подозревали, думали, что он там роман крутит на работе, а потом оказывается, что и там совсем другое, он, например, вам сюрприз готовил, да, и вот эта женщина, с кем он общался, она вам там что-то должна была пошить, например, либо на заказ сделать. Понимаете, вот информация пойдет, и информация для вас хорошая, понимаете, позитивная, не та, которая разбивает сердце и приносит боль и страдания, а та, которая успокаивает, та, которая раскрывает, убирает вот эту вот всю тьму, мрак этот убирает, да, подсвечивает жизнь. Хорошая информация пойдет. Так, идем дальше. Что исполнится? Тут мужчина какой-то наконец-то начнет двигаться. Очень какой-то тяжелый случай. Ай, может быть треугольник, может быть, в принципе, знаете, как голову морочил, причем на протяжении там нескольких месяцев, либо нескольких лет. И ни туда, и ни сюда. Да, на 2 стульях, может, пытался усидеть, да, либо там с другой женщиной там все время никак не мог закончить, решить вопрос. А тут я вижу, смотрите, как забегает, да, и прям будет стараться, смотрите, птиц вам все время посылает, да, прям закидает вас любовными посланиями и письмами, либо кого-то закидает мужчина предложениями. Причем вы, например, ждали от этого человека, ну, чтобы он там пригласил, да, либо вы сошлись, либо стали вместе жить, либо там брак предложил. Вот. И он вот все молчал, все там морозился, отворачивался, типа некогда, не сейчас, там 5-10. А то
понимаете, вот прорвет. Вот он сам придет, начнет вас дергать. Ну все, давай, там жить вместе, жениться, ребеночка здесь и сейчас, да, вот все, давай, рожай и прочее. Девочки, вы обалдеете, да, от его активности и прямо даже устанете немножко. Так прямо ему скажет: слушай, дружочек, я тебя столько лет ждала, вот теперь ты подожди, да, теперь мне нужно подумать. Так ему и скажете. Так, интересно, у вас тут 2 моста образовалось, 2, не один. Причем один вы строили сами, очень тяжело вам этот мост давался. Но мосты у нас обычно это отношения, это коммуникации, это договора, которые люди заключают. А второй мост поверх вашего идет. То есть либо вам будут помогать, либо ну, вот как новая возможность, да, появится. Я так вижу, что вы от своего замысла откажетесь и вот за эту новую возможность ухватитесь. Ну, допустим, как пример, да, вы хотели работать в какой-то определенной компании. Вот была у вас мечта работать там в крупной конторе, да, на крупном производстве. Там вы слышали, да, что хорошие условия, что зарплата вроде как приличная. И вы вот пытались туда попасть. Планомерно рассылали свои там резюмешки, там, пытались связи найти и прочее. Наводили мосты. Вас ну, категорически, скажем так, не замечали. Либо там завтраками кормили, да, сейчас нет, но приходите завтра. Вот. И тут вам, например, идет предложение от еще более крупной компании на более высокую должность, с более высокой зарплатой, там, с соцпакетом, с какими-то, может быть, еще там плюшками, бенефитами и прочее. Понимаете, вот так может отыграться. Либо вы, например, хотели переехать, ну, допустим, да, из маленького городка в большой. Ну, вам казалось, да, что там жизнь поинтереснее, поинтенсивнее, там возможностей больше, там и работа, и медицина. Вот. И вы вот пытались, может быть, там, найти себе жилье, работу, как-то зацепиться, и не получалось. А тут раз, и вам открывается возможность там, переехать в другую страну, более развитую, более там, экономически сильную, да, социально ориентированную, понимаете, вот так может отыграться. Либо вы, например, хотели ну, на кого-то работать, да, допустим, да, вы ну, шеф-повар, да, и вы хотели на кого-то работать, вот шли к этой цели, а тут к вам идет другой человек и говорит: слушай, у меня есть деньги, а у тебя есть талант, да, ты талантливый шеф-повар, а давай организуемся и откроем свой ресторанчик. Понимаете, вот так отыграется. Но в центре выходит, значит, это прям такое событие судьбоносное идет. Вот. А вы прям так, знаете, вы не ожидаете, вы опешите и скажете: боже мой, я там 2 года пыталась переехать, у меня не получалось, а тут эта поездка сама меня находит. Да, вот так все складывается. Ну, как знаете, пути Господни, они ведь неисповедимы. Поэтому, мои хорошие, вы тут точно порадуетесь. Главное, долго в шоке не находитесь, поскорее туда выходите, хватайтесь за это предложение, хватайтесь за эту возможность и меняйте свою жизнь. Вот кардинально меняйте к лучшему, мои хорошие. Так, идем дальше. Здесь какие-то веселые человечки. Друзья, приятели, товарищи, коллеги. Какая-то вот мощная поддержка идет. Может быть, у вас проблемы с коллективом, где вы находитесь. Неважно, работа, соседи, может быть, какое-то ваше активити. Может быть, в принципе, да, у вас как-то с друзьями не ладится, да, нету этих друзей, с кем можно просто поговорить, да, не с кем сидите вы там в 4 стенах и не с кем даже поговорить. Тут очень соберется приятный коллектив единомышленников, вот так прям хочется сказать. То есть люди, которые, ну, скажем так, плюс-минус одинаково думают, одинаково настроены, очень открытые и доброжелательные люди. Вот. И они еще и в правой стороне, то есть дружить, общаться, помогать друг другу. Ну, как вторая семья получается, да. Очень, кстати, веселая. Вот что мне нравится, то, что они веселые. Тут и песни, и танцы, и всякие мероприятия будут. Оторветесь вот от своих дел, забот, оторветесь такими хорошими людьми. Так, идем дальше. Вот мне нравится, что у вас тут образ Скоробея вышел, но вот чего-то не хватает, мои хорошие. Вот на тот срок, какой вы загадали, не хватает.
элементов не хватает. Вот он, видите, этот скоробей вышел. Он-то вышел, но вот, да, передние есть лапки, а вот остальных не хватает, и пупка у него не сформированная. Вот срок вами загаданный, он для вас благоприятный, но не так, чтобы вот прям по поводу денег, вот есть у вас переживания по поводу денег, там, может что-то заплатить, оплатить, какую-то сумму получить там приличную, да, ну вы там себе думаете, да, мне для счастья не хватает там столько-то миллионов, допустим, вот хочу получить, получится у меня это сделать, либо не получится. Деньги пойдут, но не столько, сколько вы хотели, да, не столько, сколько вы загадывали. Вы на правильном пути, вы начинаете развивать свой финансовый канал, но просто на его полное открытие вам потребуется немножечко больше времени. То есть, возможно, вы не денег хотите, может быть, вы хотите улучшить условия жизни, уровень жизни, да. Вот не спешите, но и не останавливайтесь. Все будет. Вот сформировался у вас этот скоробей, но, правда, еще не до конца. Чуть-чуть больше времени уйдет. Загадали вы 3 месяца, а уйдет, допустим, 5. Загадали вы год, а уйдет там 1,5 года. Понимаете, вот об этом подумайте. Все будет. Тем более, смотрите, он вверх смотрит, он вверх идет. То есть он будет дальше, это как график, да, график, который вверх поднимается. Он будет формироваться. То есть и лапки появятся, и попка доделается. Все это будет. Ну, немножечко попозже. Да, вот как заминка во времени происходит. Так что не переживайте. Так, у меня здесь явно кто-то с большим кредитом, либо с большими долгами. Кого-то прям неприятность вот именно по деньгам, прям за горло, понимаете, как держит вас эта ситуация. Ну, я так вам скажу. Во-первых, вас обманули, очень обманули, могли воспользоваться тем, что вы, скажем так, доверчивый человек, да, что у вас нет этой финансовой грамотности. Да, сейчас люди стараются, что-то там, не знаю, читают, учат. Эти всякие финансовые там консультанты есть. Но большинство людей, они, к сожалению, этой финансовой грамотой не обладают. Вот. Это не стыдно, это нормально. Ну, каждый занимается своим делом, понимаете? Вот. И вас, скорее всего, изначально обманули. А вы, когда верились, да, у вас даже не было мысли там проверить. Может быть, какие-то основные моменты вы проверили, а вот внимательно не прочитали, например, договор там по кредиту. Либо все было правильно, но вдруг в одностороннем порядке там учреждение, которое давало вам кредит, какие-то корректировки внесло, да, там повысило цену. Либо вы взяли кредит, вы думали, что вы будете работать, а работы вы лишились. Да, либо там доходы ваши упали, если мы говорим про бизнес. То есть, ну вот как подстава идет. Вот как, знаете, как кто-то вам, перебил. Знаете, ну тут эта ситуация, она вся вот под сглазом идет. Сглаз был на вас. И вот из-за этого негативного влияния вы как будто бы, не смогли увидеть опасность, да, и на вот эту дорожку скользкую ступили. И вот вы упали, сидите вы на попе. Больно, неприятно и страшно, да, что будет дальше. Вот я сейчас начну вставать, еще больше упаду. Вы знаете, вам тут идет какой-то человек, либо люди, кстати, может быть люди, которые занимаются, возможно, такими ситуациями. Они дают консультации, либо помощь оказывают. Я вижу, что у вас будет решение, но это решение идет от людей. То есть люди для вас какие-то добьются решения для вас положительного. К сожалению, я не сильна в этих моментах, я не могу понять. То есть я вижу картинку, что для вас кто-то, вот не для вас даже, а за вас кто-то вот где-то что-то там проясняет, добивается, какие-то документы. То есть как человек, либо какую-то отсрочку будет брать, либо оспаривать, да, там какие-то документы. Причем от вас практически ничего не требуется, и денег за это с вас не возьмут. Это как на добровольных началах, либо какой-то вид финансового волонтерства. Не знаю, что это. Вам этих людей кто-то посоветует, либо этого человека. Вот вы обратитесь к этому человеку, расскажете свои истории, и человек скажет: окей,
Все тут понятно, все видно, вас обманули, ничего, мы правду добьемся. И таки добьются этой правды и ну, помогут вам встать, вот, пройти эту скользкую дорожку до конца. Мои хорошие, ну бояться вам нечего. Поверьте, вот в надежных руках вы окажетесь, и ваш вопрос он решится. Пусть не так, как бы вам хотелось, ну да, вам бы хотелось, чтобы раз и все, и не было. Так не будет. Тут нужно будет побороться, пободаться, и вот постепенненько это все порешать. Но решится этот вопрос. Вот этот тяжелый крест, который вы на себе видите, он мало того, что тяжелый и большой, он еще и колючий, вы на себе его тащите. Снимут с вас этот крест. Здесь ситуация улучшится. Так, ну и напоследок. Смотрите, здесь у меня женщина почему-то очень переживает за своих детей. Дети, либо один ребенок, либо несколько детей, может быть, даже внуки. Вот идет переживание, что будет, как жизнь сложится, все ли я там правильно делаю, правильно ли я поступала, может быть, я там должна что-то еще доделать. Мои хорошие женщины, значит, не переживайте. Если сейчас нет взаимопонимания там, с детьми, с внуками, это временная ситуация, все наладится. Причем наладится так, что они к вам придут не вы в очередной раз там, с просьбами, а именно к вам придут. Если вы переживаете там, за работу, за учебу, как все будет и будет хорошо. Вот. Может быть, и ребенок не смог поступить туда, куда вы хотели, но поступит туда, куда возьмут. И поверьте, это будет лучше, да, и может быть именно эта профессия, либо этот вуз вот, даст тот прекрасный старт в карьеру для вашего ребенка. Если ребенок вдруг покатился по наклонной, ну, так скажу, молитвы, причем молитвы за здравие. Именно как молиться надо как за того, кто заболел. Вот. Ну, тоже, знаете, очень похоже на сглаз, мог быть сглаз, очень серьезный, кстати. Глазил кто-то из своих. Из своих кто-то погладил. Кто вот прям знает. Вот. Тут еще какое-то время будут неприятности, а потом будет какая-то ситуация, когда ребенок вот, ну, как встрепенется, понимаете, либо о помощи попросит у вас, либо самостоятельно будет пытаться, ну, вырваться из той ситуации, из того круга, в котором оказался. Я понимаю, что вам, как маме, очень страшно, и вы очень переживаете. Не тратьте времени на пустые переживания, вот действительно молитесь лучше, да? Почитайте молитву, почитайте псалом, своими словами Боженьку попросите. Поверьте, вот эффект будет очень хороший. Потому что материнское сердце, оно ведь, знаете, самое любящее. А самое главное, вот именно сердцем. Сердцем просить, сердцем молиться. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.